Как обзавестись собственной жилплощадью? Этот вопрос интересует многих людей. Жить в теплом, уютном доме, где будет собираться вся семья от мала до велика. Решение проблемы жилья особенно актуально для работников бюджетной сферы. Решение социальных вопросов является приоритетом для ректората и профсоюзной организации нашего университета. И поэтому разработана совместная программа членам профсоюза «Доступное жилье». За прошедшие годы в рамках реализации программы приобрели жилье 133 преподавателя и сотрудника нашего университета. Но проблема остается острой, и мы будем эту программу реализовывать дальше. Так, целевая программа членам профсоюза «Доступное жилье» стала приоритетной работой для правкома и администрации Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Работники, снимающие жилье и проживающие в студенческих общежитиях, стали обладателями новых квартир, в которых имеются все удобства для достойной жизни. Первыми, кто приобрел жилплощадь, жители дома на улице Свердлова, 53. Одна из них – Хайруллина Раиса Ханифовна, участница первого этапа реализации данной программы. Я уже 41 год работаю в университете. Я на себе испытала, что социальная программа в нашем университете очень сильная программа. В нашем университете всегда была забота о человеке. А главная забота о человеке – это предоставить ему комфортное жилье. Этот дом, в котором мы получили квартиру, это первый дом, построенный университетом на долевом участии. И в этом доме получили квартиры сразу 28 семей. Это профессора, деканы, заведующие кафедрами, проректора. Поэтому мы очень благодарны университету, нашему правкому. Это жилье очень комфортное, очень удобное. Оно находится в центре города, близко к работе, близко ко всем высшим учебным заведениям. И несмотря на то, что в студгородке, нам это не мешает. А здесь, по адресу Свердлова, 72/2, собственное жилье получили 28 работников университета. Семья Гариповых до сих пор не верит в происходящее, а на глазах проступают слезы счастья. Вообще, хочу сказать, эта программа называется «Членам профсоюза доступное жилье». Действительно доступное, потому как если я назову цены, которые мы заплатили в свое время, это было в 2006-2005 году, это, может быть, десяток лет больше тому назад, и тем не менее они совсем кажутся немыслимыми, в смысле очень дешевыми. Мы заплатили 13 тысяч это за квадратный метр, это в центре Уфы, представляете? Жилой дом на улице Караидельской, 4 также стал осуществлением мечты 14 работников педагогического университета. За кратчайшие сроки построили дом, и теперь его жителям ничего не остается, кроме как радоваться комфортабельным условиям и продолжать работать на благо образования. В 2007 году мы приобрели эту квартиру, заключив договор долевого участия с строительной компанией по цене 25 тысяч рублей за квадратный метр, что по сути в 2 раза дешевле рыночной цены. Как бюджетные работники мы не могли бы купить, разумеется, квартиру по цене рыночной. И, соответственно, мы через год заключили договор по ипотеке и через несколько лет въехали в эту квартиру. И я хочу сказать о том, что такие программы нужно поддерживать, поскольку они позволяют именно простым людям, бюджетным работникам, преподавателям, врачам, библиотекарям, секретарям и так далее, именно приобрести себе собственное жилье. Это действительно радость, когда у тебя есть свое теплое гнездо, когда дальше можешь уже думать о своем творческом развитии. Я сама работник бюджетной организации, я врач, и жалко, что не во всех организациях администрация так активно берется за помощь своим сотрудникам. И хотелось бы, конечно, чтобы эта программа развивалась, это замечательно. И многие семьи испытали ту радость, которую мы испытали, въехав в эту квартиру. Свежий воздух, пение птиц за окном, отсутствие шума и выхлопных газов, просторная игровая площадка для детей во дворе. Это главные преимущества проживания за городом. Особенно это большой плюс для молодой семьи, где есть маленькие дети.
Пятимесячный Айдар уже живет в собственной квартире, которая оснащена всем необходимым для комфортной жизни. Мы вот с мужем работаем в педуниверситете, и как мы поженились, у нас возник вопрос, где жить. Благодаря администрации университета и профсоюзной организации нам была предоставлена комната общежития. Но понятно, что мы всегда мечтали о своем жилье. На сегодняшний момент, конечно, ситуация такая рыночная складывается, что молодым семьям непросто приобрести свое собственное жилье. Недолго мы ждали, недолго были в очереди, и буквально через 2 года появилась такая у нас возможность приобрести жилье по социальной программе. И что самое главное, здесь цена в несколько раз дешевле рыночной стоимости, поэтому для нас это оказалось посильным приобрести свою собственную квартиру. За время действия программы членам профсоюза «Доступное жилье» новые квартиры обрели уже 133 сотрудника Башкирского государственного педагогического университета. И это только 4-й этап программы. Жилищная комиссия правкома преподавателей и сотрудников надеется на реализацию всех поставленных задач. А это значит, что в скором времени собственным жильем обзаведутся еще больше семей. На данном этапе строится несколько социальных домов, а планы переселения из студенческих общежитий и съемных квартир расписаны вплоть до конца 2020 года.